Рабочий визит заместителя полномочного представителя президента начался с посещения детского сада номер 1. Это дошкольное учреждение без преувеличения является одной из достопримечательностей Новозыбкова. Открыто оно было в начале 2014 года. Раньше в здании детского сада располагалась школа-интернат. Помещение требовало серьезной реконструкции. На эти цели из федерального бюджета были выделены почти 50 миллионов рублей, из областного более 15, а еще около 10 миллионов предоставил местный бюджет. В итоге для 130 новозыбковских мальчишек и девчонок созданы все необходимые для развития и воспитания условия. Завезена новая мебель, завезено новое оборудование, приобретены игрушки современные, насколько это позволяли финансы, методическая литература. Замечательно у нас находится на территории детского сада прачечная, которой мы можем тоже похвалиться. Появление таких детских садов становится примером эффективного сотрудничества региональных и федеральных властей. Также заместитель полпреда посетил одно из крупнейших предприятий Новозыбкова – машиностроительный завод. Его продукция пользуется огромным спросом, производит предприятие грузовые железнодорожные вагоны, а также электротермическое и электросварочное оборудование. Только за первое полугодие 2014-го завод реализовал продукции на 1,5 миллиарда рублей. Примером еще одного эффективно развивающегося предприятия юго-запада региона может стать и Клинцовский автокрановый завод. Его также посетил заместитель полпреда. В 90-е Клинцовскому автокрановому прочили неизбежное банкротство, но завод не только выстоял, но и вышел на новый уровень. Производимые в Клинцах автокраны занимают 15% от общего объема российского рынка аналогичной продукции. Кроме того, предприятие обеспечивает работой почти 1500 жителей города, а средняя зарплата здесь 18,5 тысяч рублей. Мы можем производить продукцию такую конкурентоспособную и инновационную, и вот там это совершенно ошибочное мнение, что там обязательно нам где-то надо за рубежом что-то производить. Руководство предприятий, они поставили цель создания рабочих мест. Это самое главное. Решение социальных проблем. Не обошел вниманием полпред и спортивные объекты Клинцов. Главный, пожалуй, местный ледовый дворец. Уже 11 сентября на его искусственный лед выйдут клинцовские мальчишки и девчонки. К открытию арена полностью готова. А на стадионе «Солнечный» Мурат Зязиков и первые лица области не смогли удержаться и сыграли в футбол с местными юными футболистами. Он знает, что я бил в тот угол. Сейчас надо закручивать туда, куда-нибудь в сторону. Туда. Также в Клинцах на городской площади состоялась презентация автобусов, приобретенных для местного автотранспортного предприятия. Вместе с губернатором региона заместитель полпреда вручил водителям ключи от новых машин. Но кульминацией рабочего визита Мурата Зязикова стало открытие родильного дома. Этот объект важен не только для Клинцов, но и для всего юго-запада нашего региона. Сюда будут приезжать будущие мамы из всех соседних районов. Здесь тепло, хорошо, уютно. Врачи все хорошие, все подходят через каждую минуточку, подходят, спрашивают, как, что. К ребенку тоже подходят, все узнают. В многоэтажном здании для малышей созданы все необходимые условия, закуплено дорогостоящее медицинское оборудование. Здесь уже появились на свет 6 первых младенцев. Вот мы сейчас зашли в одну из палат, 2 Егора. Вот стали между 2 Егорами, и каждый пожелал, чтобы и Клинцы, и Брянская область развивалась, и чтобы жителям на территории нашей Брянщины было уютно. Дмитрий Горный, Максим Юркин, Вести Брянск.